Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутске состоялось торжественное открытие кардиососудистого центра, который обещает стать одним из лучших учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке. Общая площадь восьмиэтажного здания более 15 тысяч квадратных метров. На открытие кардиососудистого центра приглашены высокие гости из федерального центра. О том, какие научные направления могут развиваться в новом лечебном учреждении Якутии, поговорим об этом и не только с директором Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства Николаем Шамаловым. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Какие впечатления от увиденного, что вас больше всего удивило? Кардиососудистый центр, который уже открыт и который будет оказывать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и с острыми нарушениями мозгового кровообращения, то есть с инсультом, действительно является центром, который оснащен по самому последнему слову медицинской науки, медицинской техники. Есть все абсолютно возможности, которые существуют на данном этапе, оказывать помощь пациентам как с острыми состояниями, например, с инфарктом миокарда, с инсультом, так уже и с хронической патологией сосудистой, которая тоже, тем не менее, очень важна и тоже вносит существенный вклад в смертность нашего населения от болезни системы кровообращения. В структуре центра будет развернуто отделение для пациентов с инсультом, где будут проводиться самые высокотехнологичные вмешательства у пациентов с ишемическим инсультом, у пациентов с геморрагическим инсультом. И мы все вместе надеемся на то, что запуск такого масштабного учреждения и учреждения, которое будет являться центром компетенции не только для республики, но и для всего округа, он будет способствовать снижению смертности и инвалидизации от сосудистых заболеваний нервной системы в республике Саха-Якутия. А насколько соответствует современной терапии техническое вооружение центра? Абсолютно полностью соответствует. Все те направления, которые существуют сейчас в лечении цереброваскулярных заболеваний, то есть сосудистых заболеваний головного мозга, это инсульты. Вот по всем абсолютно направлениям центр полностью оснащен. Это и малоинвазивные методики удаления тромбов из сосуда мозга, так называемая тромбоэкстракция, когда у пациента с ишемическим инсультом, а ишемический инсульт он возникает вследствие закупорки сосуда тромбом, очень важно успеть в первые часы попасть как раз в такое учреждение, которое оснащено малоинвазивной рентгеноваскулярной операционной, и где есть возможность удалить этот тромб, тем самым открыть просвет сосуда и обеспечить ток крови к участку мозга. Если мы этого не сделаем, то, соответственно, через несколько часов этот участок мозга погибнет, и у человека уже сформируется тяжелый неврологический дефицит, который может привести как к летальному исходу, так и просто к тяжелой инвалидизации, просто потому, что определенные функции мозга утратятся и уже никогда не восстановятся. Поэтому внедрение вот таких хирургических методов, с одной стороны. С другой стороны, это методы ранней реабилитации, поскольку для наших пациентов с инсультом, чем раньше начато реабилитационное мероприятие, а это первые 2 суток всегда от начала заболевания, только тогда они будут эффективны. Соответственно, и подобные методы ранней реабилитации, ранней вторичной профилактики, они тоже представлены в кардиососудистом центре. Это достаточно большая реанимация на 12 коек, где уже будут подобные технологии внедряться и, соответственно, развиваться. И все вот эти направления, они есть, они будут работать, и в том числе будут работать на благо жителей республики, ну и я так думаю, что и не только республики, но и близлежащих регионов. А может ли Якутия благодаря таким современным учреждениям стать центром медицинского туризма для дальневосточников? На мой взгляд, может, поскольку оснащение центра, компетенции тех людей, которые работают уже в этом центре, а это специалисты очень высокого уровня, специалисты, обладающие большим опытом ведения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, то есть с инсультом. Собственно, именно это, я считаю, позволит такому центру стать, ну, поистине такой медицинской жемчужиной
с точки зрения оказания сосудистой помощи пациентам из ближайшими, так сказать, из ближайших регионов. Поэтому да, безусловно. А какие исследования ученых-кардиологов Якутии вам знакомы и вызывают интерес? Мы с коллегами из Республики Саха-Якутия достаточно давно и плодотворно сотрудничаем по всем направлениям. Это не только наука, это и, безусловно, какие-то вопросы, связанные с практической медициной. Ну, предположим, тот региональный сосудистый центр, который был создан еще более 10 лет назад на базе Республиканской больницы номер 2. Мы со своей стороны тоже в этом участвовали, в методическом отношении, там, в организационных вопросах и так далее. Поэтому мы с коллегами имеем очень многосторонние, многогранные и давнишние такие профессиональные связи. Если говорить о научных направлениях, которые здесь очень интенсивно развиваются у пациентов с инсультом, да, вот если брать эту когорту как самую такую сложную, самую такую социально значимую, то это, во-первых, исследование по генетике инсульта, поскольку каждая нация, каждый этнос имеет свои генетические особенности возникновения инсульта, структуры инсульта, потому что инсульт – это гетерогенная такая ситуация, да, гетерогенное заболевание. И инсульты могут быть ишемическими, геморрагическими там, и так далее. И поэтому для каждого этноса характерен свой генетический паттерн, свои генетические особенности, которые оказывают влияние на течение болезни, на прогноз и на, соответственно, особенности терапии, которые могут быть у разных этносов. Ну, это, так сказать, объективная реальность. Второе очень значимое направление, которое здесь очень серьезно представлено, очень серьезно развивается, это так называемая фармакогенетика. Дело в том, что каждый человек на один и тот же лекарственный препарат может реагировать по-разному. Очень много препаратов, которые используются у нас в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и в профилактике после инсульта, на них разные пациенты могут реагировать по-разному с точки зрения чувствительности, с точки зрения безопасности. Один человек может быть полностью резистентным, то есть нечувствительным, например, к банальному аспирину. Да, аспирин не будет на него оказывать какое-то профилактическое действие. Точно так же и по другим препаратам, которые сейчас все больше и больше используются во вторичной профилактике инсульта. Это препараты, которые разжижают кровь, это препараты, которые снижают уровень давления, это препараты, которые снижают уровень холестерина. Поэтому вот это направление, фармакогенетика, оно в принципе является одним из самых перспективных с точки зрения развития индивидуальных подходов к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, и в том числе и, что для нас особенно актуально, профилактике инсультов повторных. А в каких направлениях могло бы быть налажено сотрудничество между вашим центром и кардиососудистым центром Якутска? Ну, безусловно, в первую очередь это эпидемиологические исследования, которые чрезвычайно актуальны вообще во всем мире и для нашей страны. Это исследования, которые позволяют нам в зависимости от региональных, этнических, культуральных, социологических, там, климатических и так далее условий понимать структуру острых нарушений мозгового кровообращения, поскольку представленность тех или иных типов инсульта в разных регионах, у разных этносов, да, при разном климате, там, в разных, так сказать, стратах населения, городское и сельское население, она может быть совершенно разная. Соответственно, подходы к профилактике инсульта, к ведению таких пациентов уже с точки зрения вторичной профилактики, они могут быть совершенно разными. Поэтому вот эта эпидемиологическая составляющая в виде различных регистров у пациентов, которые перенесли инсульт, в виде изучения механизмов у разных групп населения, да, это одна очень большая, такая серьезная и важная работа, которой мы с коллегами уже достаточно давно занимаемся и будем точно так же заниматься. И я надеюсь, что кардиососудистый центр, он даст нам дополнительные возможности в этом плане. Второй аспект, безусловно, это аспект организационно-методический, образовательный. Мы, как врачи, всегда должны учиться, всегда должны повышать свою квалификацию, и мы вместе с коллегами уже наметили план целых, так сказать, определенных мероприятий, связанных с
образовательной деятельностью, с методической деятельностью, с учетом территориальных особенностей Республики Саха-Якутия, я имею в виду удаленность, да, многих районов, очень сложную транспортную доступность и так далее. Здесь очень важную роль приобретают телемедицинские технологии, когда в отдаленных даже каких-то местах при помощи телемедицины мы, тем не менее, можем и будем оказывать более эффективную помощь при некоторых формах инсульта, поскольку есть правило так называемого «золотого часа». Это первые несколько часов от начала инсульта, когда помощь наша может быть максимально эффективна. И телемедицина здесь приходит действительно нам на помощь, и мы сможем оказывать максимально эффективно помощь таким пациентам, а потом их уже переводить в региональный центр, предположим, или там в реабилитационное отделение для последующей реабилитации. Якутия — регион долгожителей. У нас самый высокий показатель и по продолжительности жизни в Дальневосточном федеральном округе. У нас есть даже юбиляры, которые празднуют столетний юбилей вместе с республикой. Что вы, как врач, пожелаете нашим долгожителям? Ну, как врач и просто как человек я им могу пожелать максимально долго оставаться в состоянии такого активного долголетия и с соблюдением определенных правил, да, я имею в виду по профилактике сосудистых заболеваний, дальше оставаться активными, бодрыми и жизнедеятельными. А что вы посоветуете жителям по профилактике инсультов? Ну, в первую очередь, это регулярный контроль уровня своего артериального давления. Высокое кровяное давление – это самый частый, самый значимый фактор риска развития инсульта. Причем инсульта любого, ишемического инсульта или геморрагического. Плюс обязательно наблюдаться или хотя бы показываться, если человек здоров, там, среднего возраста и так далее, доктору в поликлинике, я имею в виду доктора-терапевта или врача общей практики. Для людей, у которых есть уже факторы риска, у которых есть уже диагноз артериальной гипертензии, например, да, или сахарного диабета, здесь, безусловно, требуется уже диспансерное наблюдение с тем, чтобы не пропустить каких-то изменений, которые могут быть критичными. Второе направление – это контроль уровня сахара крови. Здесь несколько таких можно стратегий обсуждать. Это в первую очередь, естественно, снижение потребления быстроусвояемых углеводов, да, снижение потребления животных жиров все-таки. И, соответственно, третье направление – это контроль уровня холестерина, вопросы по питанию, да, снижение потребления количества животных жиров, увеличение потребления рыбы, увеличение потребления овощей, соответственно. Ну и контроль этих всех показателей. То есть самые главные параметры, контроль над которыми способен серьезно снизить риск инсульта, это уровень артериального давления, уровень сахара и уровень холестерина. Николай Анатольевич, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.